Исследователи говорят, что Китай пытается собрать информацию о деятельности волонтеров-правозащитников за пределами страны, угрожая уйгурам, живущим за границей, причинить вред семьям, которые они оставили в Восточном Туркестане. Уйгурские беженцы и добровольцы рассказали BBC, что такая угрожающая тактика приводит к глубоким разногласиям, которые разделяют общество. Исследователи опросили 48 из примерно 400 уйгуров, проживающих в Великобритании. 2/3 из них говорят, что китайская полиция имела с ними прямой контакт, принуждала их к шпионажу, оказывала на них давление, чтобы они не работали над вопросами прав человека и не давали интервью СМИ. 80% из 148 человек, приехавших из Турции, которая имеет большую уйгурскую диаспору в 50 тысяч человек и традиционно считается безопасной зоной для жителей Восточного Туркестана, говорят, что они подвергались аналогичным угрозам со стороны китайских властей. В целях повышения осведомленности различных стран по вопросам, связанных с историческим и реальным положением Восточного Туркестана, делегация, базирующаяся в Турции Международной ассоциации НПО Восточного Туркестана, начала визит в Японию с 31 июля. После визита 1 августа Синдзи Кавасака, президент Азиатско-Тихоокеанского общества политических и экономических лоббистских исследований, встретился с такими важными фигурами, как парламентарий Японии господин Хирофуми Рю, член Международного межпарламентского альянса против Китая, и обсудил чувствительность к проблеме Восточного Туркестана и развитие солидарности в рамках общих интересов двух дружественных народов. Республиканские члены Палаты представителей Конгресса США призвали администрацию Байдена не выполнять требования Китая, то есть не сотрудничать с Китаем по синтетическому веществу фентанилу в обмен на уступки по вопросам прав человека. Члены Палаты представителей США, председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей Йон Ким, Майкл Маккол и председатель специального комитета по конкурентоспособности между США и Китаем Майк Галлахер написали письмо правительству Байдена. Коммунистический Китай сейчас играет с жизнями американцев и хочет избежать наказания за нарушение прав человека, говорится в письме. Также добавляется, что сейчас прорабатывается закон, против которого администрация Байдена не может выступить. Американский президент Джо Байден собирается подписать указ, ограничивающий инвестиции США в китайские технологии. Ожидается, что указ вступит в силу к середине августа. Ограничение будет сосредоточено на развитии искусственного интеллекта, квантовых вычислений и полупроводниковых технологий. Однако это не повлияет на существующие инвестиции. Эта новость появилась на фоне продолжающихся опасений по поводу доминирования Китая на технологическом рынке и потенциальных последствий для безопасности и экономики Соединенных Штатов. Ожидается, что технологии будут играть центральную роль в развитии основных отраслей промышленности. Старык, четвертый и последний корабль пакистанского проекта «Мильгем», был спущен на воду на верфи в Карачи на церемонии, на которой присутствовали вице-президент Джевдет Йилмаз и президент-министр Пакистана Шахбаз Шариф. Пакистан подписал соглашение с Турцией в 2018 году на производство 4 корветов «Мильгем». Столица Китая Пекин, город Тяньцзинь и провинция Хэбэй, где усилился тайфун Доксури, страдали из-за непрерывных дождей и наводнений в течение 4 дней подряд. Объявлено, что проливные дожди были самыми сильными за последние 140 лет. Парки и туристические места в городе были закрыты, авиарейсы отменены. Из-за стихии 11 человек погибли в Пекине и 9 человек умерли в провинции Хэбэй. Также число людей, погибших в результате стихийных бедствий и несчастных случаев, вызванных муссонными дождями в Пакистане, с 25 июня достигло 189 человек.